Если во время беседы человек отводит глаза, значит, он скрывает правду. Если покашливает, то ему неудобна тема для разговора. Да, мы изучаем мимику и жесты наших героев, потому что это программа «Оман» на абхазском телевидении. Нам нужна только правда. Здравствуйте. Сейчас в комнате «Оман» находится футболист клуба «Нарт» Лаша Когони. Мы наблюдаем за ним. А сейчас послушаем его досье. Лаша Бзилауапит. Как настрой? Боевой. Ты готов услышать неудобные вопросы? Да. И тем не менее, я должна тебе сказать, если ты не уверен в себе, мы можем завершить прямо сейчас передачу. Твои ответы будут видеть на своих экранах наши телезрители. Детектор лжи выдает нам правду. Отвечаешь коротко, да или нет. Да. Ты плохо спал вчера ночью, волновался за участие в программе «Оман». Нет. Ты во время игры из-под тишка можешь дать подножку сопернику. Нет. Матерился на суде. Да. Да. Ты перед игрой можешь принять допинг ради победы. Нет. За $1 миллион готов играть в интересах соперника во время игры твоей команды. Нет. Ты болеешь за российскую сборную на чемпионате мира. Да. Ты плакал, когда твоя команда проигрывала. Да. Ты плакал из-за девушки. Нет. Ты следишь за красивыми девушками в Инстаграме. Нет. Твои ответы зафиксировал детектор лжи. Положительных ответов много, поэтому ты проходишь данное испытание. Нас в студии «Оман» ждет молодежь, и у них вопросы к тебе. Я снимаю детектор лжи. Мы выключаем. Пожалуйста. Здравствуйте, молодые люди! Я рада, что вы в нашей студии. Я уверена, вы готовы задавать вопросы. Знакомьтесь, Лаша Когони, я думаю, вы его знаете, футболист клуба «Нарт». Не щадите, вы знаете наши правила. Задавайте самые интересные вопросы, потом получите самые интересные ответы. Здравствуйте, Лаша. С моей стороны прозвучит такой вопрос. Вы, будучи еще ребенком, жили в России и занимались футболом. Это было ваше личное желание или все-таки желанием родителей? И не скучали ли вы по дому, не хотели ли вернуться? Спасибо. Здравствуйте. На самом деле я жил в России не совсем ребенком, мне было уже 13 лет. Желание было, естественно, моим. Ну, еще, наверное, желанием скаутов, которые пригласили меня играть. Ну, первое время скучал, конечно, но потом привык, потому что было огромное желание. Поменял школу, из абхазской 4-й школы я перешел в среднюю школу Москвы, и учился там, обучался с ребятами, которые были намного старше меня, и параллельно занимался в команде в футбольном клубе «Москва». Здравствуйте, Лаша. У меня такой вопрос. Есть ли у вас какие-либо приметы, которые бы вы соблюдали перед игрой? Здравствуйте. На самом деле приметы, они уходят с возрастом. Вообще спортсмены очень верят в приметы, но с возрастом я как-то отошел от них, и никаких примет у меня особо нет. Простите, какой это у вас такой возраст? Юношеский возраст проходит, и с ним проходят приметы, которые... Да, но когда вы говорите возраст, я подозреваю, это там 40 плюс, например. Сколько вам лет? Смотря, мне 22 года, просто я занимаюсь футболом очень давно, и поэтому я могу говорить про возраст, так как я играл в футбол, будучи 15-летним малышом, а сейчас уже намного старше, на 7 лет, поэтому употребляю это слово. Насколько мы знаем, ты также играл на Северном Кипре.
Наверняка там открывались новые возможности. Почему ты вернулся в Абхазию? На Северном Кипре я играл год, один сезон, и на следующий сезон был приглашен. Там были возможности, конечно, но были разногласия с агентами, с руководством клуба, и мы не пришли к компромиссу, поэтому пришлось, будучи игроком той команды, к которой я принадлежал, отсиживаться дома целый год. А ты не скажешь, Дело в какие деньгах? проблемы? Команда хотела продать меня в другой клуб, хотела выручить огромные деньги, которые несопоставимы были с моей игрой и квалификацией. Хорошо. Насколько мы знаем, в Абхазской лиге самые противостоящие команды — это «Динамо» и «Нарт». Если бы «Динамо» предложил тебе $1 миллион, ты бы перешел играть туда? Ну, давайте будем реалистами. «Динамо» не предложит $1 миллион, даже 1 миллион рублей и даже, наверное, 500 тысяч. А эти деньги не стоят того, чтобы менять родной клуб на другой клуб, противостоящий нам и пытающийся как догнать. Но они постоянно находятся в роли преследователя. Поэтому дело все даже во вкусах и в желаниях самого футболиста, но деньги не играют здесь огромной роли. Я хочу попасть на эту игру, когда будет играть Нарт и Динамо. Прям Она прочувствовала это противостояние. Она уже сейчас. прошла, вы просто не попали на нее. Закончилась со счетом 4-1 в нашу пользу. О, Лаша, скажите, пожалуйста, вы готовы всю свою зарплату тратить на любимую девушку, если она есть, конечно? И на какие подарки, если тратите? Очень хороший вопрос. Следующий вопрос. А свою первую зарплату на что вы потратили? Помните вообще? Свою первую зарплату. Так получилось, что я еще не достиг 14-летнего возраста, и зарплата, она накапливалась. Получилось, что я получил зарплату за 5 или 6 месяцев. Я сразу купил телефон сестре. Спортсмены-романтики, они могут дарить цветы и читать стихи? Спортсмены романтики, это правда. Читать стихи, да, дарить цветы, да, читать стихи, наверное, единицы, а читать стихи при ком-то, я не знаю такого спортсмена, особенно футболиста. Считаете ли вы себя хорошим человеком? Если да, то почему? На самом деле, вы знаете, нет такого человека, который не считает себя хорошим, который думает, вот я плохой человек. Я считаю себя хорошим человеком, потому что у меня есть личные принципы, и я считаю себя нравственным человеком, который не может поступить безнравственно по отношению к близким. И самое главное, что вот тоже вы упомянули слово возраст, с возрастом проходит желание солгать, не договорить, всегда на первое место выходит правда, говорить всегда правду. И именно поэтому я могу считать себя лично неплохим человеком. а вот какой бы недостаток ты озвучил? Мы поняли, что ты благородный, щедрый, пытаешься не лгать. Ну, ты же сестре купил Я так- телефон нет, на я так не первую сказал. зарплату. Я сказал, что Ну, я мы могу быть делаем неплохим. свои выводы, да. А вот какое качество, недостаток в себе ты видишь, от которого ты хотел бы избавиться? Вспыльчивость. Здравствуй, Лаша. У меня вот такой вопрос. Люди, интересующиеся футболом, знают, что есть очень мало людей, которые не получали красных карточек в футболе. Приходилось ли тебе получать красную карточку или выгоняли ли тебя из-за драки? Красную карточку я, наверное, получал в 2007 году, наверное, последний раз, когда футбольный клуб «Нарт», молодежный состав, совсем маленькие ребята, мы выехали на турнир в Сочи, город Дагомыс. И там, да, там в первом же матче я получил красную карточку, но не из-за драки, а там за игровые моменты, за игру рукой, за подножку сопернику, тоже в борьбе, не из-под тишка. Ради победы ты готов на все? Ну, смотря что вы подразумеваете под словом «все». Подножку сопернику я готов подставить ради победы. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали свой первый футбольный номер и не приходилось ли вам за него драться? Первый номер мой был номер 7. Тогда я тоже был совсем ребенком. Мы играли в футбольном клубе «Нарт». Это была первая игра в Гудауте, Белой речке даже. И нам впервые раздавали футбольную форму. Я, наверное, месяца 2 умолял тренера, чтобы он мне отдал этот номер.
и нам раздавали форму, и он мне выделил этот номер, был номер 7. Спасибо, Драться не Коня. приходилось, нет. А вы следите за модой и какой iPhone вы держите? Мода, я не могу сказать, что слежу. Я слежу за актуальными тенденциями, а за модой я не пристально не слежу. iPhone 7. Здравствуйте, Лаша. Как вы относитесь к тому, чтобы на игре судьей была женщина? Я уже сталкивался с такой ситуацией, даже две девушки, они были, наверное, близняшками или двойняшками, я так и не определил, но они были не главным судьей, а лайнсменами, они были по бокам, судили матч, и это было на Кипре. Никакой, просто когда ты играешь, тебя поглощает игра, и ты вообще не обращаешь внимания. Только когда судья ошибется, вот тогда ты обращаешь внимание на него. Как вы часто посещаете социальные сети? На самом деле в соцсети, да, очень часто выхожу, читаю какие-то новости, футбольные, мировые новости, очень часто. А как вы относитесь к женскому футболу? И почему мужской футбол популярен, а женский нет? Мужской футбол, он всегда популярен, потому что он востребован во всем мире. Это уже скорее вопрос к миру, вообще ко всем людям, которые смотрят футбол мужской, они хотят смотреть женский. Как, насколько я знаю, когда вручается золотой мяч футболистам по итогу года, то и женщинам тоже вручается золотой мяч. А у вас есть знакомые, друзья, девушки, которые хотели бы играть в футбол? На самом деле у меня есть маленькая девочка, которая живет по соседству у меня, и буквально вот накануне вечером я играл с ней в футбол, только в квартире, маленьким мячом, но она уже очень сильно увлекается и жаждет попасть на поле, но я не знаю, есть ли у нас секция детского футбола, женского, то есть футбола. Здравствуйте. Переступали ли вы через свои принципы в своей профессиональной деятельности? Очень тяжело, когда ты меняешь страну, когда особенно в молодом возрасте, в юношеском возрасте приходилось не закрывать на что-то глаза, а просто отходить от того, что может помешать. И это не всегда получалось на самом деле, особенно когда переезжаешь в другую страну, где не говорят на русском, на абхазском, даже на английском очень редко говорят, поэтому иногда приходилось, да. Вы едете в Лондон на Конефа? Здравствуйте. На самом деле я пока не знаю, я вызван в сборную, да, у нас будут проходить сборы с 15 мая, но я не знаю, поеду ли я там. Во-первых, могут вообще просто-напросто не дать визу, учитывая нынешнее положение, а так будет решать тренер. У нас там будет 24 футболиста, из них 18 поедет на Конефа. А если вдруг попадете в число тех, кто не поедет, каково будет состояние? Вы убьете тренера? Нет. Или перейдете в «Динамо»? Все-таки. Нет, но здесь не Нарджи едет на Конефа, а сборная Абхазии, потому что я из сборной Абхазии могу перейти только в другую сборную, там, не знаю, в сборную Армении, в сборную Испании. Что вы считаете настоящими ценностями в жизни? Мне кажется, важно не обманывать себя, быть честным и перед собой, потому что если хочется как-то поступить, мне кажется, надо так поступать. Не держать себе, лучше сделать и потерпеть крах, чем не сделать и потом сожалеть об этом. Вот именно не обманывать себя. Лаша, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь в своей жизни употребляли наркотики? У меня не было времени, потому что я очень... Во-первых, я чувствовал огромную ответственность за себя, за свою семью. Я знал, что за мной следят, я знал, что нельзя ошибаться, и поэтому я не имел права, да и не хотел особо, потому что мой наркотик был футбол. Когда я попал в такую атмосферу, я совсем не думал ни о чем. Допустим, ваше общество, допустим, ваши друзья близкие вам предложили. Бывает так, что предлагают, и люди пробуют. То есть вы отказались, потому что у вас не было бы времени. Мои близкие друзья не могли мне предложить такого, потому что если они мне предлагают, они уже автоматически не мои близкие друзья. А как вы относитесь к алкоголю? Потому что, насколько нам известно, спортсмены не употребляют алкоголь. Насколько часто вы увлекаетесь? Ну, это, конечно, миф, что спортсмены не употребляют алкоголь. Вы знаете, сейчас я в Абхазии нахожусь более чем полгода, и есть какие-то мероприятия, которые нельзя, не то что можно пропустить, но, конечно, не хотелось бы, потому что это мероприятия близких людей, как свадьба, день рождения и так далее. Мы такие же люди, я простой человек, я не злоупотребляю, но могу употребить в определенный день и просто следить за собой. Был ли у вас такой случай в жизни, когда вы, воспользовавшись своей популярностью, знакомились с девушкой? Простите, своей популярностью?
Можно я отвечу тогда, когда я стану популярным? Ты не считаешь себя популярным? Нет, вообще популярность — это такая вещь, когда ты вообще очень сильно известен, тебя узнают на улицах и так далее, а меня в моем дворе не всегда узнают, потому что я иногда коротко стригусь, иногда у меня длинная стрижка, поэтому... Это правда или это скромность? Нет, это правда, это правда. Бывало ли такое, что перед соревнованиями, допустим, на тренировках у вас были сильные травмы и не получалось выйти на поле? Если да, то что вы в этот момент чувствовали? Я на самом деле даже не знаю, какая должна быть травма, чтобы я не вышел на поле. Однажды я доигрывал матч со сломанным пальцем 60 минут, поэтому это очень тяжело. Это с детства у меня так сложилось. Очень тяжело смотреть, как кто-то играет. Если ты знаешь, что ты ничем не можешь помочь, это очень, очень тяжело, поэтому я пытаюсь как-то до игры предвидеть, залечить, чтобы в игре участвовать. Следующий вопрос. Если девушка вам признается первой в симпатиях, как вы к этому отнесетесь? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Вы верите в существование ада или рая? Вы знаете, я верю, что есть другой мир. Как говорят японцы, можно поменять мир. Но мне кажется, там нет такого четкого разделения ада и рая. Но я хотел бы, чтобы каждый получил по заслугам. Ты совестливый человек, если ты что-то совершил, потом мучает тебя совесть? Да, я очень совестливый человек, поэтому вот в юности меня часто мучили такие вещи, поэтому я с возрастом перешел к тому, что нужно всегда говорить правду. Я не знаю, что ты будешь говорить к 40 годам. Ты сейчас уже рассуждаешь, какие-то мудрые выводы делаешь, на какой-то опыт жизненный опираешься. Что будет в 40 лет? В 40 лет, наверное, я буду с детьми тусить на их выпускном. Лаша, у меня такой вопрос. Сколько бы денег ты хотел зарабатывать и на что потратил бы свой первый миллион? Ну, может, и не первый. Наверное, я помог бы родным. У меня родные сестра и мама, они очень любят путешествовать. Наверное, я отправил бы их в такое место, в котором они не бывали и никогда, наверное, не поехали бы, если бы у меня не было миллиона. Первое, наверное, я сделал бы это. А на самом деле, если у меня есть миллион, я даже сейчас не знаю, что с ним делать, потому что в месяц, там, месячный оклад, мне нужно намного меньше денег, чтобы жить и заниматься тем, чем я люблю. Почему спортсмену необходимо иметь высшее образование? И знаете, я считаю, что вообще высшее образование не обязательно иметь всем, не только спортсменам. Потому что есть люди, очень много людей, которые имеют высшее образование, но не знают, что с ним делать. Если человек имеет какие-то способности, если он талантливый, он найдет себя в жизни вообще без высшего образования. Просто есть такие места, куда не попадешь с высшим образованием. А футболист, если он хочет стать тренером, он обязательно должен иметь высшее образование. Если получится так, что ты не сможешь заниматься футболом, то чем ты будешь заниматься? Есть у тебя какое-то хобби? Если я не смогу играть в футбол, то я буду тренировать футболистов. Это давно сложилось, и я как-то не ставил это себе целью, просто это само вытекает из моего существования. Я буду тренировать детей, обязательно окончу высшую школу тренеров и буду тренировать детей, отдам им все то, что я знаю, и то, что я не смогу реализовать, то я попытаюсь сделать так, чтобы они этого достигли. Ну а что касается хобби, кроме футбола, чем ты еще увлекаешься? Я очень люблю снукер. Это такая игра на бильярде, придуманная в Англии, и сейчас как раз проходит чемпионат мира по снукеру. Я плохо играю и в бильярд, и в снукер, но очень люблю за этим смотреть, и прямо это единственный спорт, где я кое за кого фанатею. Немного отойдем от футбола, и у меня к тебе такой вопрос. На твой взгляд, какая должна быть настоящая абхазская девушка? Ой, вы знаете, это понятие такое растяжимое в наше время. Просто если говорить о том, просто есть стереотипы у взрослых людей, у наших родителей, у наших дедушек и бабушек, которые имеют свои какие-то уже взгляды, которые у них устоялись. Это внутренние убеждения, а с человеком, у которого есть внутренние убеждения, спорить бесполезно. Просто абхазская девушка, во-первых, мне кажется, человек должен знать абхазский язык. Если даже не постоянно разговаривать на нем, то если мы хотим, чтобы везде я вижу плакаты «Псыфила, шцавила». И если мы не знаем, то мы не сможем научить детей. В первую очередь, мне кажется, она должна знать язык. А воспитание, это уже зависит от ее родителей.
Стиль выращивания брюк, это вы привезли из России или все-таки вы этому здесь научились? Нет, вы знаете, в России нет такого стиля. Это в России свой стиль, там и длинные, и короткие, и зауженные. Это больше, наверное, европейское, потому что я слежу там за тенденциями, какие-то за новыми какими-то образами, поэтому мне понравилось, и я точно не из России, точно не из Абхазии. То есть ты, когда одеваешься, не выхватываешь первые попавшие брюки, тебе нужен стиль. Нет, смотря куда я иду. Сочетание брюк и рубашек сразу заметила. Нет, смотря куда я иду. Так просто совпало, что это была единственная поглаженная рубашка сегодня. А сам умеешь гладить? Да, конечно, но не глажу. А кто гладит? Мама, сестра. Какой главный девиз по жизни, которому ты следуешь? Быть собой. Удается? Да. Всегда быть собой. Да. И вот просто последний вопрос, который я задам тебе, немножко из области фантастики. Вот если появится джин и скажет: Лаша, я исполню твое желание, одно желание. Пожалуйста, не раскрывай секретов будущего, чтобы нам было интересно жить. Давайте похлопаем за такой ответ. На самом деле интересных ответов было много. Сейчас мы тебя проводим в другую комнату. Я остаюсь с ребятами и пообсуждаем твои ответы. Все, спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Похлопаем, Настя. Спасибо. Ну, обобщая, скажем, как вам Лаша Когоня, как он сегодня отвечал на ваши вопросы? Да, на один вопрос он все-таки не ответил. У нас есть право проголосовать, верим мы ему или не верим. Давайте проголосуем. Спасибо, ребята. Результаты вашего голосования увидят и наши телезрители, и Лаша, когда будет смотреть нашу передачу в эфире. Спасибо. Лаша, как ты себя чувствуешь после такого развернутого интервью? Отлично. Какой вопрос тебе больше понравился? Больше всего понравился вопрос про девушку, которая первая проявляет симпатию. Да, симпатию. На какой вопрос было сложно дать ответ? На самом деле, последний вопрос, который вы задали, ей про джина. Я просто не думаю в таком контексте вообще, какое желание у меня было бы. Мне интереснее, чтобы оно пришло естественным путем. А после того, как ты вышел из студии, ребята проголосовали. Ответы мы сейчас увидим на экране, и наши телезрители тоже видят. Какая-то часть аудитории тебе не поверила. Что ты можешь сказать в ответ? Вы знаете, я не собираюсь, не то что не собираюсь, это звучит слишком пафосно, я не хочу никого переубеждать, просто я пришел на эту замечательную передачу, отвечал настолько искренне. Я давно, можно сказать, вот именно об этом я мечтал, вот о таком интервью. Я даже не мог представить, что у меня кто-то может брать интервью и задавать такие вопросы. Мне очень понравилось, и я отвечал настолько искренне, насколько я мог. Я проголосую «за», потому что я поверила в твою искренность. Подписывайся на нашей стене. А можно подпишу еще 21, пожалуйста? Давай. Лаша, почему 21? Ты написал цифру 21. Очень непривычно. Она символична, потому что я сейчас играю под этим номером, и так получилось, что я не сам его выбрал, вот команда моя определила, что вот этот номер мне нужен. Не знаю почему, есть соображения, но не хочу ими делиться. Дай Бог, чтобы этот номер тебе принес удачу. Мы будем за тебя болеть. Спасибо огромное. Это был Лаша Когоня. Вы смотрели самую правдивую программу на абхазском телевидении «Аман». Увидимся в следующую субботу. До свидания.